Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас по плану уборка конкретно вольеров. Капитальная, потому что пока был минус, это было невозможно делать керхером. А сейчас пока будет у нас 2-3 дня плюсом, вот решили убрать полностью вольеры. Отмочить, как говорится. Красотки, красотки, ну идите сюда. Блин, только у вас лопатами все вчера вечером убирали. А вон Алитка. Смотрите, как Луя докапывается до Синая. Ну что ты на него лаешь? Что ты облаиваешь? В лесу так за ним не хочешь идти вперед, да? Возле меня тусуешься, а в вольере пристаешь. Ну что, Синая? И обязательно, пока тепло, шланг пропустим. Надеемся, что мы его отогревали просто 2 дня, этот шланг. Мы хотели еще 2 дня назад уборку сделать, но шланг был весь во льду. Ну, не весь, там местами. И мы надеемся, что здесь все пусто, что там нет воды. Все стекает, да? Хотела. И зальем в пруд, постараемся полностью его залить. Надеюсь, что там я ничего не проткнул и вода не будет уходить. Рабочие созвонились, должны на днях приехать и там частями будут делать, но обещали, что за неделю, за 10 дней все закончат. Вот, нам это очень важно, потому что у нас, скорее всего, 3-4 беременных самки, и нам нужны будут вольеры все равно, чтобы никого, чтобы они по одной сидели. Вон тайга, тайгу пересадим в большой, где вот фурия рожала. Там что-нибудь придумаем, утеплим. И, скорее всего, там будет рожать. Братиш на меня газует конкретно опять сегодня. У него что-то с настроением. Не хочет он со мной дружить. Посмотрите, охотится. Посмотрите на него. Посмотрите, охотится на меня. Я в шоке вообще, друзья. Посмотрите, посмотрите на него. Эй, иди сюда. Иди сюда. Не, ну иди сюда. Ну что ты, что ты? Что ты? Охотничек. Охотничек. А, что такое? А, ты чё? Не, что ты? Не кусайся, не кусайся. Какие у него клыки нижние, огромные. Я не представляю, если бы у него здоровые зубы были. Какой, о, со шлангом гоняет, какой бы он был. Братиш, не быкуй, не быкуй, не. Что ты? Что ты? Что ты? Что ты? Не. Вот молодец, вот молодец. Тихо, на, все, молодец. Вот, утихомирили братишку, да? Утихомирили братишку. Ай-яй-яй, тихо по пальцам. Не.
Ну что ты, что ты? Воин, воин, воин. А-ля-ля-ля-ля-ля. Давай, на, кусай. На. Все? Чего не кусаешь? Я тебе дал укусить себя. Не хочешь? А, да, тяжело. Ты мне сейчас руку тоже всю передавишь здесь. Ай, братишка. Все руки покоцаны из-за вас. Все руки покоцаны. Скучаешь ты, наверное, да? Тоже хочешь поиграть? Ладно. Да, они все мокрые, вон. Лучше минус конкретный, чем вот эта вот погода, непонятная слякоть. Волкам тоже дискомфорт. Извиняюсь за такие съемки, но как получается. Эй, стой, 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 за вещи не бери. Все, все, братиш, погладили тебя, хватит. Вот так, ушко почесать. Дорогие друзья, очень много комментариев по поводу Фурии Акелы. Просят поснимать их. Вот зашел поснимать вольер. Посмотрите, тут прям лег. Я вот скольжу, натоптали так. Он лёжки там, получается, в углу. И лёжки вот в этом углу. Не получилось сюда провести шланг. Завтра будем тянуть по верху шланг. Еще последний день тепло. Там все перемерзшее, походу. Идет дождик у нас, моросит. Вроде бы снега много, а +2 температура. Акела, привет. Акела что-то вообще никак не хочет подходить. Сейчас попробуем с ним. Присяду, а то он от меня шугается. Сейчас присяду тоже. Лёшка, тут скользко здесь вообще. В угол сяду. Акела, иди сюда, Акел. Не хочет. Иди сюда, Акела, иди ко мне. Иди сюда. Иди сюда. Ай, да. Ой, ты соскучился, нет? Ну идем, тебя поглажу, Акела. Видите, все. Вот это его все общение со мной. Палец понюхает, облизнет и пойдет. Все. Больше не подпускает. Вот эти все тискания, они закончились. Но они произойдут тогда, когда я запущу Алиту и Илую. Тогда он подойдет ко мне и будет со мной тоже ластиться. Ну а так он сейчас отвлечен, там рядом бегает. И он за ней тут охотится. Волки насчет детей очень опасны. Огромные ошибки делают те, у кого вот дети, и они заводят их в дом. Это как замедленная бомба. В любой момент может просто вцепиться. Я не знаю еще ни одного волка лично, сколько я их знаю, по всей России, по миру. Все волки на детей охотятся. И очень много плачевных случаев, когда чистокровные волки разрывали детей.
Поэтому это очень опасно с детьми. Поэтому, когда здесь, если в будущем, дай бог, парк откроется, здесь будет внимание уделяться инструктажу строго к детям именно. Потому что как только здесь с детьми приходили, там друзья, знакомые в самом начале, у волков начинается охота здесь. Вольеры ходуном ходят. Поэтому, чтобы лишний раз стресс не получали волки от этого, не бесились, не раздражали их, с детьми немножко все по-другому будет. Фурия, сейчас к тебе подойду, малышка. Да, тут как нас, смотрите, держит как меня. Все в воде, как лед. Фурия не хочет никак со мной дружить, да, Фури? Сейчас я присяду, может Акела подойдет. Акела, иди сюда, идите сюда. Гоняет Фурию, иди сюда. Еще просили дом показать, как там все осушается. Я сейчас посижу здесь с ними и все покажу. Зайду в дом. Так, там какая-то разборка происходит. Кто с кем, не пойму, не вижу. Умка, наверное, с Арией. Не видно ничего. Умка первый побежал. Или кто, ничего не вижу. Ария. Умка за ней. Тут у них тропа такая вдоль. Как видите, вот такие дела у них. Порознь, в принципе. Ну, ночуют рядом вместе. Я не успеваю это все заснять, потому что я подхожу к окошку, ну вот где в домике. И они меня начинают чувствовать, и Фурия вскакивает. Я как бы сначала подойду, она меня не палит, я вижу. Только телефон начинаю брать, она чувствует это и вскакивает. Ой, блин. Келыч, привет. Иди сюда, иди ко мне, иди сюда, иди сюда. Ты чё? Иди сюда. Не, ну что ты? Идем сюда. Фурия, Фурия. Прилег. Не, лежи, Акела. Тебе можно подойти? Иногда ты подпускаешь меня к себе.
Иногда нет, давай я напротив тебя сяду. Аккуратно. Ну, чё ты? Акел. Иди сюда, Акел. Иди ко мне, иди сюда. Не хочет. Вот молодец, вот красавица. Красуйся. Красивейшая пара. Акела и Фурия. Не знаю, что там люди придумывают, пишут. Но это шедевр будет. Если они подружатся конкретно, повяжутся, создадут семью. Это, конечно, будет круто. Конечно, Акела уже к рукам так не будет идти. Как видите, он уже остерегается меня. Я им мог управлять через западно-сибирских лаек, когда жил в Уренгое, а сейчас через валендов. А сейчас как бы я Фурией не могу управлять, и как бы из-за этого Акелой я 100% управлять не смогу какие-то моменты. Как вы видели, он подошел, облизнул и ушел. Все. Спит, отдыхает. Вот они на снегу спят, им хорошо. Фурия. Начинает. Там Луйка подхватывает.
Вот это поворот. Здравствуйте. Здрасте. А это кто это сейчас прошел мимо нас? А как вы думаете, на кого похож? Мне кажется, какой-то медведь. Вот только хотел сказать. Это у нас волк канадский. Ну что, дорогие друзья, как и просили, показываю в доме, что как происходит. Посмотрите, уже как, в принципе, осушило. Здесь поставили... Блин, не работает. Капец. Что-то она сломалась, короче. Пушка. Блин, вот эти пушки, кстати, вообще дорогие. Их это... И они очень много киловатт берут, но они сушат вообще хорошо. В общем, смотрите, сколько воды. Каждый день по 30-40 литров вытаскиваем. Ну, с пушками мы заметили, кстати, больше воды собирается. Но сейчас мало собралось. Ну, прошло только час, может быть. Вон водичка, видите, осушает. Вот вентилятор такой стоит. Дальше идем. Я не знаю, может, Рамзик заходил, вылил. Хотя нет, навряд ли. Вот здесь больше воды собирается. Вот он, осушитель. Ну и тот пойдемте проверим. Вот здесь теперь. Ну еще мокро, все равно все, вон, видите. И там пушка стоит тоже. И когда вот здесь прям парило, жара была. Вот пушка. Не знаю, видно вам, нет? Вот она хорошо греет, большая, здесь побольше. И здесь быстрее все высыхает, видите? Уже повздувался, отсюда влага выходит с-под низу. Ну, в общем, я не знаю, это уже 4-й день. Мне кажется, минимум 10 дней здесь точно надо, чтобы эти все аппараты работали. В общем, такие дела в доме. Здесь, наверное, просверлим дырочки, видите, тут влага внутри, чтобы оттуда выходила. Оттуда у нас выходила, если она задела, тут утеплитель, чтобы влага уходила, пока эти осушители работают везде. Вот здесь просверлим, видите, где мокро, попросверливаем. Надо сегодня это сделать. Ну и все это поперекладывать. Вообще бы я все унес отсюда, оставил бы пустое, потому что оно тут... А, у меня же фонарик есть. Вот, ё-моё, фонарик есть, а я тут хожу, видите? Тут влага собирается, она еще никуда не уходит. Тут влага. И, кстати, человек, который ставил здесь эти сушилки, он сказал, ни в коем случае пушки не ставьте. Хотя я не пойму, почему. Мы их поставили, все равно в доме холодно было. Здесь парило, и вода чуть ли не в 2 раза начала больше собираться. Или он то, что хочет, чтобы еще потом мы платили за эти, как его там, за часы работы. Или я не знаю. Читал еще комментарии по поводу дома. Очень много специалистов там пишут. Но если вскрывать полы, дорогие друзья, здесь же не просто под полами этот, как его, сразу утеплитель. Здесь идет пленка, видите, вода собирается, ее надо пропылесосить сейчас. Здесь пленка. И, конечно, она, вот этот USB, она втягивает эту воду всю. А уже отсюда она вся тоже выходит, видите, будет уходить вода, и в этот осушитель, она все равно все просушит. Ну, конечно, не до конца. Самое страшное вот здесь надо будет распиливать. И чтобы пока осушители работают, это все забирало. Если вскрывать полностью полы, перекладывать все, но это уйдет 1400-500. И это тут работы очень много будет. Ну, так как нету лишних средств таких, это огромная сумма. Я как бы, не рискну ничем здесь этим заниматься. Как бы пока так, пока думаем. Если что, просверлим какие-то отверстия, возможно, и антигрибком этим всем обработаем поднутри, здесь, вот здесь больше позаливаем в эти дырки. Ну вот в эти все места надо будет позаливать очень хорошо. И все. Кто-то там писал еще, вот там Андрей, сантехника, это не твое. Ну как понять не мое, друзья? У вас просто, кто это пишет, у вас, это вы ни хрена ни в чем не разбираетесь. Вот здесь краник, он был замерзший.
Понимаете, здесь колба была. Там и воздух, и все накоплено было. Если даже мы поменяли бы этот, стоял здесь фильтр новый, его бы вырвало от такого давления. Тут давление сильное. Его просто вырвало. Тут и воздух бы пошел, и давление. Здесь, получается, краник-то перекрыт. Оно все бы сюда пошло, оно все бы здесь вырвало. Рассказывайте мне здесь сказки. Вот батарея, кстати, включена. Умники, разумники там нашлись. Ну вот, в принципе, потихоньку сушится. А здесь, когда пушки не стояло, здесь все мокрое. Все просто вот влажное было. Отсюда ничего не тянуло. Только пушечку поставил, вот за 2 дня все, вот, посмотрите как. А тот человек почему-то говорит, не ставь пушки, не надо пушки. Вот как будто еще дни хотел какие-то заработать.